Тагановой тема чеченцы ауха и присулакских обществ. На самом деле, в присулакских обществ алмунд элла, в исри яхкиешек, в кида асма элла, салатави бошел меттегю, гумбет бошел меттегю, анди мохбу бисри бах бешберг. Ахка чеченцы ауха уггар алга таган алсмовой дюцен дега и ауха мохбу хунди элчи. На сегодняшний день вот та позиция, та политика, которая ведется в соседней республике, она направлена на то, чтобы заявить, что чеченцы на территории Терско-Сулакского междуречья, здесь говорят, что Терско-Сулакское междуречье, это Сулак. И вот это пространство, вот эта огромная равнина, Бабаюртовский, Хасавюртовский и прочие районы, вот эта территория называется Терско-Сулакским междуречьем. Что с древнейших времен эта территория называется Ара-Эхка. Причем она называется не только у чеченцев, так она называлась и в западноевропейских источниках 13 века именно этим названием. Сегодняшнее наше выступление будет основано на работах, научных статьях, которые уже были изданы. Среди них статья «Чеченский аух» и «Западный Прикаспий» в источниках и документах. Это, в первую очередь, это статья Баширова. Я был соавтором, но непосредственно Цунче Буахбойза. Следующая статья – это история и состава населения в историко-географических областях, как раз в Яйцри, Яхшел, Гумбет, Анди и Салатаве. Она тоже издана. Это Баширов, Хасмагоманов в соавторстве тоже выпустили статью. СОИКСИ – это Северо-Осетинский исследовательский институт. И третья статья тоже уже издана, это уже за нашим авторством, к вопросу об этнической картине в Терско-Сулакском междуречье. Это был наш ответ Хапизову, который, о чем мы еще скажем, как раз таки эта позиция, это даже не назову ее теорией, а попытка заявить о том, что чеченцы в Аухе проживают только с 1763 года, и то они там появились по приглашению каких-то князей, так еще и платили им за это подать. Цундейла и Цаабухбоч и Бадоч по материалам, как я сказал, опубликованных материалов, мы сегодня выступим, и поскольку много фактического материала, Шугарбях Козлуехсен, я буду почаще зачитывать, цитаты зачитывать, смотреть на эту бумагу, потому что будут даты, но я буду стараться передать вам информацию так, чтобы вы прочувствовали и впитали ее, да, мула. Итак, прежде всего скажем, что сам этноним акинцы и ауховцы, их нельзя поставить между ними знак равенства. Оба эти термина, они употребляются с самой древности, то есть все первое тысячелетие, с 1 века нашей эры и даже с 5 века до нашей эры. Вот отец истории Геродот, античный автор, он впервые упоминает у себя племя аухатов в районе северо-восточного Кавказа, их как раз-таки локализуют. То есть это территория Дагестана, это территория Чечни, отчасти это территория Ингушетии. И это уже 5 век до нашей эры. И вот этих аухатов Геродота 5 века до нашей эры связывают с областью Аух, которая упоминается у Валерия Флака в 1 веке нашей эры. То есть, смотрите, у нас в 5 веке до нашей эры упоминается само племя Аухаты, и в 1 веке нашей эры, то есть это 2000 лет тому назад, упоминается область Аух, которая тоже располагается на Северном Кавказе. Мы, чеченцы, прекрасно знаем, где эта область находится. Соответственно, попытки заявить, что термин «аух» — это кумыкская или тюркская интерпретация чеченского слова «эхка», она не имеет под собой никакого основания, потому что если говорить о населении этой территории, то об тюркском переселении, миграции с территории Азии, об этом речи не шло в этот период. Это еще до возникновения тюркского каганата, до возникновения хазарского каганата и, значит, интеграции в него тюркских племен, включения. Все эти события были, здесь совсем другие племена были, не тюркоязычные. Поэтому аух — это местное название, которое, этимология, то есть значение, смысла которого надо искать здесь. Итак, это Геродот и Валерий Флак. Далее у нас Плиний Старший, тоже в 1 веке, упоминает племя Аки-Салитов. Значит, вы знаете, что Аухай Мака, значит, то есть Ахшанюк Аха, Салу и Тайпадолшту, которые впоследствии основали узденское сословие Сало-Уздени. Значит, там же у этого же автора, у Плиния Старшего, в 1 веке нашей эры упоминаются аккисы, это очень важно для нас обратить на это внимание, опять же упоминаются аухеты. То есть все эти термины упоминаются античными авторами. То же самое у Клавдия Птолемея, 2 век нашей эры, тоже аккисы упоминаются. Значит, они же локализуются латыши
жившего на территории Северо-Восточного Кавказа. То есть это не просто слова, названия племен, которые совпадают с современными чеченскими племенами, но это еще и локализация этих племен именно там, где они сегодня проживают, с охватом более широкой территории, чем сегодня. Значит, Птолемея мы сказали. И я хочу зачитать цитату Даниялова. Обращу ваше внимание на то, что еще одно племя, 5 век, то же самое племя Аугар или Аугар, оно упоминается в качестве племени, состоящего в Гунском союзе. Гунский союз, вы знаете, что вот территория, она как есть, так и оставалась. Но различные союзы возникали на ее землях. То есть в ранний средневековый период на территории Северо-Восточного Кавказа возникает Гунское царство. И различные авторы, авторитетные авторы считают, что гун – это не название народа, а название территории, которую населяют определенные народы. На разных этапах гунское племя были включены финские племена, были включены тюркские племена, были включены и исключительно кавказские племена. Некоторые авторитетные ученые считают даже, что гунны – это в первую очередь кавказское племя, в которое потом включились и другие общества. И, допустим, Гурам Гумба, вы знаете, абхазский исследователь, вот он выпустил большую монографию, и он там пытается разделить, значит, есть белые гунны, так называемые эфталиты, есть, значит, кавказские гунны, хоны и так далее. И как бы там ни было, при этом у нас вот есть факт. Это, значит, образование, которое существовало на Северо-Восточном Кавказе. И вот я зачитаю цитату Даниялова, поскольку у нас вот тема, касающаяся Дагестана, это очень символично. Вот гости наши с Ауха знают эту фамилию. И вот что пишет Даниялов, я процитирую. «Народы, обитавшие в древности по обе стороны Дербента», вот тут у нас вот внизу Дербент, вы знаете, на север идет Дагестан, на юг идет Азербайджан. Населявшие обе стороны Дербента на Приморской плоскости и в нынешней Чечне, начиная от Зорки и Албании, то есть Азербайджана, до Термодонта, то есть до Терека, именовались маскутами, скутами или хушанами. Хушаны – это другое. Верхние маскуты, то есть северные маскуты, называют себя нахчеваями, то есть нахчевай. Вероятно, выходцами из Нахчевана, первобытного по Библии жилища Ноя. То есть нас планомерно, потихоньку отправляют в Нахичевань. Хотя речь идет о территории Чечни, речь идет о территории современного Дагестана. Значит, и мы знаем, что чеченец, для того, чтобы сказать, что он чеченец, он будет говорить Нахчева. И, между прочим, эта Нахчева, форма древняя, она впоследствии, вот эта конечная «в», приводит к тому, что у нас появляется форма Нахчуо. Это в лингвистике, в чеченском языке известные процессы, когда вот эта «в», она округляет последнюю гласную. И «нахчава» превратилась в «нахчо». А потом это «о», «нахчо», сделала «нохчо». И это современная литературная форма. Значит, это тоже очень важно. И далее. Прошли мимо, значит, нас. И далее пишут. Это, впрочем, по всем соображениям не подлежит никакому сомнению, так как то, что они называли себя «нахчева». Так как все народы Прикаспийской Сарматии или Дагестана происходят от внуков и правнуков Ноя, то очевидно, что слово «нахчевай», как название первобытного жилища отцов всех родоначальников, могло остаться у массагет, то есть масхутов, о которых мы сказали, то есть тех же самых гуннов, неизменным в патриархальном их горском быту. Надобно заметить, что древние произвольно называли словом «массагет» многие народы севера, так же, как и слова «сармат» и «алан» в буквальном смысле, первоначально означавшие «горец». Значит, и далее. Верхние массагеты или мичехуши, вот смотрите это слово, массагеты или мичехуши, упоминаемые Геродотом, Диодором, Плинием, Квинтоном, Курцией и Птолемеем, есть те самые, которые в VI веке до Рождества Христова, то есть до нашей эры, ввели войну с Киром, это знаменитые иранские, персидские правители, Дарием и Таспом и Александром Македонским, а впоследствии с сасанидскими царями. А теперь обратите внимание. Даже упоминая, что эти массагеты имеют название или мичехуши, значит, здесь Нахчевай отправили в Азербайджан, хотя речь идет о территории Чечни и Северо-Восточного Кавказа, а мичехуши или мичегиши или мичериш – это кумыкское название чеченцев. Им же иногда пользуются и кабардинцы. То есть здесь вот такой громоотвод делают, лишь бы не упомянуты были чеченцы. Хотя сегодня это очевидные вещи. Я хочу сказать, что я сейчас еще прочитаю цитаты, но эта цитата – это не тот случай, когда мы берем вот «ух ты, как совпало».
этих материалов, их очень много, И более того, сегодня проводятся археологические исследования, и ДНК-тесты подтверждают то, о чем мы раньше могли только сказать вскользь, и нам бы сказали, это параисторик, там, фолксхистори, там, сочинять пяшуизя. Я скажу, что на сегодняшний день ДНК-исследования показали, вот мы сказали, что авгаты сначала относят, их приписывают скифскому племени, потом их приписывают гунскому племени, дальше мы еще упомянем и другие примеры. И ДНК-тесты, вот есть исследования, 20, если я не ошибаюсь, 24 иностранных автора, они написали более 100 страниц англоязычного доклада по результатам ДНК-исследований. ДНК-исследования провели по митохондриальной ДНК. Из 86 народов, которые претендовали на наследство скифов, вот скифов разделили по черепам монголоиды и европеоиды, то есть европейцы и монголоиды. И вот европейская часть, западные скифы, когда провели ДНК-исследования, показали, что самый близкий из всех претендентов к западным скифам по митохондриальной ДНК народ в таблице, которая там упоминается, самая первая графа, написано чеченцы, то есть чеченцы. А против таких фактов уже не пойти, это невозможно. И еще мы об этом скажем. Вот смотрите, следующие цитаты. Вот дореволюционные авторы, Семенов, Баратов, Лазарев и многие другие, они тоже напрямую проводят параллель между массагетами, мичигишами и чеченцами. И прямо пишут, что мичигиш, современное название чеченцев в устах тюркских народов, это вот отсылка ко времени существования здесь, на Северо-Восточном Кавказе, массагетов. То есть тех же самых гуннов, о которых мы сказали. И далее, я приведу вам цитату Лазарева. Это все дореволюционные авторы, 19 век, который называл потомками белых гуннов. Вообще, белый гун, попробуйте, кто-нибудь знает здесь кумыкский язык? Как будет на кумыкском белый? Ах, ахгун. Если повторять это выражение ахгун, 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 у нас получается ахкай или ахко. Это уже должно было исследователей заставить задуматься об этих вещах. То есть речь идет о Северо-Восточном Кавказе, об Арар-Ахка. И далее. Значит, я вам сказал, что термины аухат и акисы или акизы, они фигурируют постоянно вместе. И вот давайте прочитаем цитату Лазарева II, который писал, что в течение 40 лет, это в 1443-483, это период войн, значит, кавказцев с Ираном, значит, персы, цитата, персы вели непрерывную войну с белыми гуннами, которая кончилась совершенным истреблением персидской армии в чеченских лесах и гибелью самого их царя, надменного Переза и его сына, кроме двух, Зориха и Ковага, взятых в плен победителями. Это вот одна цитата. Еще одна цитата тоже о связи белых гуннов или хусанов, хушанов, или эфталитов, или маскутов, как мы сказали, с чеченцами и их войнах с Ираном, которые описаны у автора. Вот смотрите, цитата. Перез, тот же самый, о котором было сказано, сын Язкерта, в 483 году погиб за Джорскими воротами, то есть за Дербентом, на войне с хусанами, то есть с гуннами, которых Лазарь Парвский и Прокопий, значит, я делаю отрывки там, называют гиптолитами, то есть эфталитами, то есть гуннами. Война Переза была с Верхним Дагестаном, Чечней. Верхний Дагестан — это вот эта вот территория Терско-Сулакского междуречия имеется в виду. Чечнею и прикаспийскими гуннами. Завлеченный хитростью неприятеля в неприходимые леса чеченцев, Перез погиб там с армией. То есть дореволюционные авторы, в принципе, под вопрос не ставили эти факты. Это только вот когда у нас наука превратилась в лоббистику и в политику, эти факты стали оспариваться и переиначиваться. Значит, еще одна цитата, вот уже в данном случае упоминается Кир, знаменитый царь. Следующая цитата. В необдуманном поступке Кира с хуном, то есть с гуннами, представляет важное значение, разрешающее все сомнения о гибели его в Кавказской Гуннии, случившейся за Дербентом, то есть вот на этой территории, в одном из двух мест в кайтакских или чеченских лесах. То есть разные исследователи в XIX веке, это публицистика, это исследование, они вот эти факты описывают. Значит, надо сказать, что в гунно-скунской среде, как я сказал, упоминаются отдельно и племя аказиров. Эти аказиры, которые в V веке подчинились вот Аттиле, знаменитому гунскому предводителю, и уже участвовали в составе вот этого гунского союза в качестве одной из частей племен. И вот смотрите, у нас есть область Гунбет.
Гунбет у нас корень. У нас есть село Гуни, Итейп Гуной. У нас есть село Гуни в Салатаве. У нас есть Гуниб село на территории Дагестана. Есть Гунха на территории Андийского общества. Этих этих топонимов, их огромное количество. Не только топонимов, но еще и этноним, когда речь идет о чеченцах, об андийцах, потому что андийцы себя называют гоннал или гоннал. Это ал, это у них постфикс, то есть они гон или гон, то есть себя тоже, можно сказать, гуннами называют они. И мы укажем, кстати говоря, на связи их с чеченцами. И здесь, значит, Макаров пишет, что, я процитирую, вот эти вот гунипцы, смотрите, цитата, тоже 19 век, вышли из ичкеринской деревни Гуни. Гунипцы, которые поселились вправо от нынешнего Нуцал-аула и имели постоянные сношения с соседями, ауховцами. То есть, что такое Нуцал-аул? Вот смотрите, вот у нас Хасавюрт, вот тут вот у нас Муцал-аул, и здесь у нас уже идет Сулак. Вот справа от Муцал-аула имеется в виду вот эта вот территория, то есть Присулакская область. Далее, согласно тому же самому Шихалиеву, вот эта вот территория, область современного Тельско-Сулакского междуречья, там очень распространено племя, которое называется гуенми. Гуен. И это племя было еще и сословием. То есть сегодня мы уже знаем, что это по результату ДНК-тестов показывают, что это не просто какая-то родовая группа, а это как общинная или союз родов, которые по крови могут быть разные по происхождению, но исторически они гунский период впитали в своем самоназвании. Значит, и это видно и, как я сказал, по ДНК-тестам. И смотрите, Шихалиев, вот этих вот гуенов, Шихалиев тоже автор 19 века, сам из гуенского сословия, но уже был окумучившимся человеком в 19 веке, это офицер царской армии. Шихалиев буквально пишет, что гуены были выходцами, цитата, из Нагорного Нашахойского общества. Где у нас Нашахойское общество? Его же цитата, в родстве с известной в Чечне фамилией Гунай. Этих цитат, этих фактов, их очень много. Сюгут Ахкабох, это все было известно, доступно. И уже переходим, вот мы перешли от скифского периода, мы перешли к гунскому периоду, мы теперь приходим к хазарскому периоду, когда хазары захватили территорию, власть и создали государство хазарский каганат. И об этих хазарах также известно, что они делились на две части. Это были белые и черные, то есть монголоиды и европеоиды. И вот эти вот европеоиды, то есть местные, они имели кавказское происхождение. И были известны под названием Акацир, а Гумилев называл их Аказир. То есть видите эту преемственность? У нас те же самые Ахки, Ахка идет. Территория, вот этот термин Ахка, мы тоже об этом еще скажем, что это тоже, как и название страны Гун, это прежде всего не родовая какая-то ячейка, а именно по названию территории. Значит, смотрите дальше. Я приведу Артамонов, если кто-то знаком. Артамонов – это знаменитый хазаровед. Это очень авторитетный советский ученый, но вот в его издании 30-х годов, то есть до того, как Сталин непосредственно стал вмешиваться в историческую науку, а вы знаете, что с подачи Сталина вся Маровская школа, Кавказская, ефетическая школа, она была раскулачена, она очень интересные объективные факты описывала по истории не только Кавказа, но и всего мира. И начали толкать, что Махаара Хиригулук Халухдуах Пуше, Аланч Ушбецахиллир, Сармач Ушбецахиллир, Кавказя Уш Пачалдулушхиллир Бош, и Хири Датият Булверис. Шуннаг Ахсан Хуш Датсаха от Сталини Кент Кантвала, я Кент Кантвала, Хацо ДНК тест Тайла, Уиха Ширихандар Гучедела. Если раньше это было еще под вопросом, Гюрдживу Егири Ушику, Йоштаган Хирихандар Билгалдяхна. К чему я это говорю? То есть до того, как Иосиф Виссарионович начинается вмешиваться в науку, Артамонов пишет следующее, ссылаясь на того самого Мара, о котором мы сказали. Вот я процитирую вам. Хазары, как новое переоформление каспов, вот это вот каспы тоже, обратите внимание, с этой точки зрения могут считаться древнейшим населением Кавказа, с точки зрения Мара. Не только северного, но и южного Кавказа. Из чего, конечно, не следует, что хазары действительно тождественны с каспами, то есть они не одно и то же, но только вбирают этих каспов в себя. И их реликтовым вариантом кистами, то есть реликтовым вариантом каспов, вот этих вот автохтонов кавказских, их вариантом являются кисты-чеченцами. Я здесь тут. Каспы или касы в хазарах
слились с сарами, сарматами с той большей легкостью, что и те, и другие находились на одной и той же стадии этнолингвистического развития. Зачем вот эти вот цитаты? Кто такие каспы? Каспы – это албанское племя. Албанцы, проживали на территории значит, Азербайджана, северо-восточного Кавказа, на территории частично Грузии, там Кахетия и прочее, на территории значит, Тылавской губернии бывшей. И вот то же самое албанское племя, их преемниками считаются аланы. То есть Албан и Алан, вот римский автор был, Марцеллин, они говорят, что это одно и то же. Это одно и то же, просто мы теперь называем албанов аланами албовцев. И трактуют эти римские авторы, античные авторы, это слово алан, как горец. То есть сейчас вот я соберу все ваши мысли. Смотрите, у нас речь идет об албанах. У албанского народа, царства, кроме вот названных каспов, было еще два племени. Это многие другие, и среди них шеры и соды. Шеры – это шары, соды – это сады. То есть даже вот эти племенные названия один в один такие, которые сегодня нам известны. И у нас получается, что каспы, которые суть часть албанского или аланского племени, являлись в свою очередь частью еще и хазарского государства. И представляли собой местное кавказское население. И эти кавказские хазары, они носили еще и другое название, которое было как Аказыр или Акацир. То есть Аказ, Акац, тот же самый термин. Вы знаете, что в русских документах 16-17 веков как называется ауховское общество? Акоц, Акоз, Акок, Окох и так далее. То есть эти ц, з, они сегодня никакой роли не играют. Мы можем показать документы, которые показывают, что это никакой роли не играет. Это термины, которые мы опускаем, вот окончание опускаем, и мы имеем корень. Это ака, и в других примерах это аух. Следующий момент. Почему для нас хазарский период тоже очень интересен? Вот Гачалк, вот кто у нас ауха знает, сегодня это село называется в документах Новокули, да. Гачалк Оштусунаха, и вот этот вот Качкалык, так называемый Гачалк Аух или Ерексу Аух, этот населенный пункт делится на несколько кварталов. И один из этих кварталов называется Газаргала. В Газаргала были проведены значит, археологические исследования. И вы знаете, Газаргала напрямую связывается этот термин с хазарским периодом, и раскопки, которые были там проведены, подтверждают, что это хазарский период. Вы знаете, что сегодня это чеченский населенный пункт и территория расселения чеченцев. Так вот, третий период раскопанных материалов археологических в городище Хазар-Кала, он относится к концу хазарского периода, и он охватывает 8-9 века нашей эры. Так вот, что интересно, вот я буду постепенно вам это рассказывать, вот керамика, которая относится к 8-9 веку в городище Хазар-Кала, она находит параллели с керамикой, которая обнаруживается на Дону салтово-маяцкой культуры. Вот смотрите, причем здесь Хазар-Кала, чеченцы, здесь значит, Новокули, и причем здесь Дон и салтово-маяцкая культура. А при том, что известный исследователь Мудрак, он в Хазарском альманахе, это научное издание, опубликовал статью, в которой показал, что на керамике, и не только на керамике, вообще эпиграфические, письменные памятники салтово-маяцкой культуры на Дону, это хазарский период, на ней обнаруживаются письменные памятники, которые читаются на двух языках. Угадайте, на каких? Кто-то знает, кто-то не знает. Чеченский и иранский язык. Причем чеченские, там примеры приводятся, я не буду много приводить примеров. Допустим, вот каба, кувшин у нас, да, в нем продукты хранились, на нем написано налха, переводите. Масло. Нарисована лошадь, и рядом с ней выражение «зюэргадин». Переводите. Тут даже думать нечего. То есть у нас на рунической письменности, рунической графике, руника, салтово-маяцкой культуре, четко чеченский след, только в самом хорошем смысле этого слова. И Хазаргала, то есть хазарское городище, 8-9 век, у нас идет связка, привязка с чеченской, опять же, к чеченцам территориально. И что важно,
На сегодняшний день я как бы презентацию, можно сказать, делаю, но не буду удаляться в подробности, потому что это право людей, которые сделали это. На территории Чеченской Республики обнаружены эпиграфические памятники, то есть камень, на котором есть надпись на рунической графике. То есть у нас сейчас мы на пороге, опять же, большого открытия. То есть у нас не только на Дону вот есть письменный памятник хазарского периода чеченцы. Значит, не только вот эта Хазар-Кала, которая относится к чеченцам, и это тоже непосредственно хазарский период. Но у нас теперь еще есть в Чечне найденные в Аргунском ущелье письменный памятник на рунике. И я не сомневаюсь, что впоследствии исследователи все это увяжут в одно звено. Зачем я все это вам рассказываю? Я это рассказываю, чтобы вы увидели эту преемственность. Скифский период, Акисы или Акизы-Аухары. Значит, гунский период, Акисы, Акизы, Аухары. Албанский период, те же самые Акизы, Акисы, или же Каспы, которые родственны Шерам, Содам и прочим. Это все чеченские племена, которые постоянно историками, исследователями размещаются вот на территории вот этого северо-восточного Кавказа. Разве могут быть какие-либо сомнения о том, что речь идет об автохтонном населении этого региона, которые абсолютно очевидно, по крайней мере, дореволюционные исследователи и досталинские советские исследователи прямо вот пальцем тыкали Нохчи, Нахчевай Бовш. Видимо, кому-то этого недостаточно. И, значит, вот это вот период, как я сказал, это у нас в IX веке разрушается хазарский каганат, вернее, в X веке. И после него наступает время возникновения так называемого Аланского государства. Аланское государство, вы знаете, что оно было разрушено вследствие нашествия монголо-татаров. В 1222 году первый удар они совершили, а непосредственная оккупация состоялась с 1238 по 1240 год. За 2-3 года они фактически оккупировали всю эту территорию. И сегодня уже не нужно никому доказывать абсолютно, что чеченцы имеют прямое отношение к аланам. Да? Помимо того, что я вам показал вот эту преемственность, албаны, значит, аланы, даже античные авторы указывают, что они состоят, что они одно и то же, просто названия разные. Значит, и кроме того, известнейший, один из самых выдающихся алановедов, Кузнецов, пишет прямо, что чеченцы являлись восточным крылом аланского государства. Значит, главное, самый древний аланский могильник на территории Северного Кавказа, мы об этом часто говорим, он находится на территории Северной Осетии, это Бесланский могильник, провели, значит, ДНК-тесты, биг-тест сделали только Q, гаплогруппе, показала прямые наследники на территории сегодняшней Чечни, там, Шуаной, Гуэрдлой, Энганой там, и так далее, Эршбатой, Цадагду, значит, Хиндойбу, Цесей Цадагду и так далее. И другие, которые провели ДНК-тесты, там G1 гаплогруппа, ей биг-тест не делают, потому что биг-тест, если сделать ДНК-тест, он опять же покажет прямых наследников. И там показала гаплогруппа G2A. То есть здесь у нас G1Q, там у нас G2. Значит, я уверен, что в некоторых могильниках потом обнаружится и этот L3, который имеет отношение непосредственно к акинскому обществу. И ДНК-анализы, ДНК-исследования, они вот рушат всю вот эту вот кипу бумаг, макулатуры, которую собрали за советский период. И он настолько уже политизируется, этот вопрос, что некоторые люди пытаются объявить ДНК-генеалогию лженаукой. Даже сегодня рисуют некоторых псевдоученых, которые у нас в Чечне вот уже очень много примеров, когда не ДНК-науку, а лингвистику до абсурда доводят, историю до абсурда доводят, даже религию до абсурда пытаются некоторые доводить. Значит, и мы пришли в аланский период. Что нам интересно в аланском периоде? Значит, в аланском периоде нам интересно, что в 1253 году, когда равнина была оккупирована монголами, посол французского короля Гильом де Рубрук, у него один из его маршрутов проходил вот между Тереком и Дербентом. И вот когда он проходил вот этот маршрут, он указал, что на расстоянии 2 переходов от Дербента, то есть в сторону севера от Дербента, представляете себе, это прибрежная зона Каспийского моря, на расстоянии 2 этих переходов начинается равнина Ар-Как-Ка. Ар-Как-Ка. Когда
Мы поработали, я, к сожалению, забыл, чтобы показать вам, я сейчас скажу вам, Гарвардский архив, это там есть один из оригиналов вот этой хроники, мы ее посмотрели, там действительно написано РКК. И чем этот момент был интересен? Тем, что Кузнецов, тот же Алановед, о котором было сказано, он посчитал вот эти вот переходы, согласно тем расстояниям, которые тогда существовали, и он показал, что речь идет о равнине от Махачкалы, а вот смотрите, у нас Махачкала, здесь хребет, и далее равнина идет, до Сулака, и далее Тереско-Сулакское междуречье. Равнина. Вот от Махачкалы начинается вот этот вот третий переход уже, то есть речь идет о равнине от Махачкалы. Так, что еще нужно этим людям? Есть еще. В других исследованиях тот же Рубрук, допустим, упоминает, что самое интересное, это большой подлог на самом деле. Вот в некоторых списках старых, вот этих рукописей Гильома де Рубрука, Плано Карпини, это западноевропейские послы и путешественники 13 века, то есть период, когда монголы оккупировали плоскость, они упоминают, до сих пор пишут в некоторых переводах, аланское племя Ас. Ас пишут. Мы работаем, вот непосредственно здесь находится Магомед Баширов. Им этот момент был обнаружен и указан в публикации. В одних из списков вот этих вот рукописей фигурирует не ас непонятное, вот это абсолютно несвойственное для латинского языка, а фигурирует аланское племя Акас. С это множественное число, то есть Ака, Аке, два варианта этого названия. Он упоминает равнину Аркака, то есть Ар-Яка, и племя Ака или Аки. Аланское племя Ака или Аки. И даже не пользуясь этими фактами, Виноградов, известный археолог, и Умаров, чеченский исследователь, они непосредственно связывали акинское общество с аланским племенным союзом. Значит, этих фактов их огромное количество. Еще один пример. Значит, в 1364 году, это уже, значит, 14 век, да, мы все еще под монголо-татарским игом, константинопольский патриарх в своем документе, он упоминает, значит, область Ахох. Что такое Ахох? Опять же, возвращаемся к документам 16-17 веков. Ахох, Акох, Акоц, Акоз, Акачане. То есть и тогда этот термин употребляется. Значит, наконец, в 1395 году, вот мы на прошлой лекции об этом говорили, у нас идет значит, описание нашествия Тимура на Северный Кавказ, и опять же говорится о том, что Тимур, значит, ведет боевые действия, спустившись с Симсима, то есть с горного массива Чеченской Республики, он спускается и подходит к подножию горы Аухар. И вот эти вот споры, это вот, дескать, это Хунзах там и так далее. Собардеш, этот Аухар, там упоминается Шамхал. Шамхал там называется, если у вас Шамхал потомственный Курайшит, причем здесь подножье горы Аухар, когда он спустился, Тимур, с гор на плоскость, первый пункт, на который он натыкается, это территория бывшего Ауховского района, Аухай-Мохтмабу. Посмотрим, где находится Ширчурт. Вот здесь на карте не будет видно, вот это А, это Аух, С это Салатави. На их стыке вот здесь находится Ширчурт. Это прямо вот начало горного массива, у входа в это горное массив. Этот горный массив. Вот там и гора Аухар, то есть это нынешняя Салатави. Салатави образуется только в конце 16-го, начале 17 века, выделяется из ауховского общества. То есть у нас в конце 14 века опять же упоминание Ауха. И мы уже переходим на события 15 века. После того, как Тимур ушел, мы на прошлой лекции об этом говорили, у нас начинаются крымские походы, завоевания, значит, чеченцев загоняют в горы. И что вот интересно, обратите на это внимание. Я говорил на прошлой лекции, что после того, как Иран захватил территорию Северо-Восточного Кавказа и загнал чеченцев в горы, они посадили здесь свои гарнизоны. Тюдем бело что? Вот кто знает, Меск село в Чечне. Меск это Мескиты. Вот из Ауха у нас сегодня гости. Вы все прекрасно знаете, что есть Кешен населенный пункт. И есть у нас Гилна населенный пункт. Да? Гилной, Шуарт, Ялгой, Бейтрой, Гилной, Арбел, Буцучура, значит, Кешна, значит, Циечуэхи, Шуарт, Тейпна, что, значит, Меск, Аларой, Билтой и так далее.
Вот некоторые мне говорят: Амин, при чем здесь 15-16 век и 3 населенных пункта крепости, которые основали персы там в сасанидский период? Я говорю: стоп, их относят к сасанидскому периоду дагестанские исторические сочинения. Но проблема в том, что такие выдающиеся востоковеды, как Бартольд, Минорский, они говорят, что все эти сочинения — это компиляции 16, 17, 18 века и отражают события не далее нашествия Тимура. То есть это 15-16 век. А теперь смотрите. 3 города персидских, иранских: Гилян, Кашан, Маскат. 3 области и 3 населенных пункта в Чечне: Мескта, Кешна, Гилна. И посмотрите место расположения их. Что они делают? Они закрывают выход из Нохчмахка по Яссе, по Ярсху и по Ямансу. То есть здесь вот Кашан, хотя находится здесь, но сама крепость, она чуть-чуть южнее обнаруживается археологами. То есть здесь Нохчиц Арштему, Бургалт Ошту, Ямсух, Ярсха, Иури Ошту. И Ясси — это Аксай. То есть эти крепости были оставлены ими на территории Чечни, чтобы закрыть чеченцев. И вот здесь уже, вот этот момент, он для нас почему очень важен? Мы уже переходим к событиям 16 века, когда мы упоминаем уже знаменитых предводителей ауховских. Это Ших Мурза, это Ушурма и прочие. Вот эти крепости, вместе с ними сюда были переселены еще и разные насельники, разные, которые подчинялись Ирану через их марионеток. Марионетками их здесь были шамхалы, которые были тогда в Казикумухе. Они еще не вышли на равнину тогда. И в 1538 году, как об этом говорилось в Тептере Тарих Шаха Тахмаспа, иранский шах пришел на северо-восточный Кавказ, он пришел в Чечен, разбил там черкесов и казаков, которые пытались там расселиться, разбил этих людей и отступил, и после этого у чеченцев появляется шанс, возможность реконкисты, так называемой. И до сих пор у нас были только полевые материалы, которые были собраны профессором Берсановым. Он их собрал, мы их издали совокупно, Тарих Зоккант опубликовали, но это были предания Гендергной, Зандхой из Байтарков, там, значит, из Балансу и Курчулуя рассказывали эти предания. Но сегодня нам удалось обнаружить упоминание этого человека в то же время, как противника вот этих вот шамхалов, и под именем Зак в дагестанских исторических сочинениях. Любой может взять Тарих Аргвани, в котором упоминается тот же самый Зак. То есть это человек, который с 1541 по 1548 год, он, значит, как и остальные чеченцы, совокупно они освобождают территорию Нохчмахка, они освобождают территорию Ауха и возвращают свои земли. Помните вот эти предания там, значит, Цецой, Пешкой и Бош, русских вот этих вот источниках, они вот заселяют никем не освоенные вот эти равнины, возвращаются туда и основывают, вернее, восстанавливают аул-Ширчурт. Эти события вот вместе с этим Зокком упоминаются некие отряды Кей и Пхой. И мы в своем исследовании показываем, что эти Кей и Пхой — это Янбек, предводитель ауховский, и Ушурма, отец Шиха Окотского, которые в 1546 году возвращаются на территорию Ауха и уже в Ширчюрта, сейчас я вам покажу его, в Ширчюрт восстанавливают населенный пункт. Юрт Аух Олцунах, Ширчюрт Олцунах. Здесь вот они на протяжении долгого времени, почти около 70 лет, не распространяясь больше. В остальных местах они только хуторились. Основной населенный пункт был здесь, Юрт-Аухи, потому что он был стратегически выгодным местом перед выходом на плоскость. И не горы одновременно, там плоская местность. Это была очень удобная позиция. И, как я сказал, в 1546 году они возвращаются и основывают здесь населенный пункт. То есть иранское владычество на территории северо-восточного Кавказа, оно прекращается. Чеченцы разбивают вассала Ирана Шамхала и в 40-е годы уже восстанавливают свое присутствие на этой территории, на территории Нохчмахка, на территории Ауха и, соответственно, до берега. И я хочу обратить ваше внимание, очень важно, вот эта вот береговая линия, которую мы сегодня знаем, вы видите, даже на карте это видно, что она полузаболоченная.
А в XVI веке эти болотистые территории, на которых невозможно было селиться, они доходили вот практически вот, очень рядом с Хасавюртом находились. Даже Эндерей, который вот находится под Хасавюртом, вот здесь вот, даже этот населенный пункт тогда еще не основывался, потому что там очень болотистые места были. Этот Эндерей сам в монгольский период, он фигурирует как Гуэн-Кала. То есть не сам Эндерей, а как бы то, что потом поглотил Эндерей. Там были разные укрепления. Чуть севернее Ширдигала был, значит, чуть южнее Ширдигала, ближе к современному Эндерею, там Гунойгала был. И поэтому в монгольских песнях, они в конце 19 века опубликованы, один из ханов хвастается, что он контролирует территорию от Гуэн-Калы до Тимир-Казака, то есть от Таманского полуострова до Гуэн-Калы. Почему Гуэн-Кала? Потому что здесь уже болотистые территории были, там невозможно было дальше селиться. Кто-то там занимался рыбным промыслом, кто-то занимался охотничьим промыслом. Чуть-чуть здесь севернее степная зона, где была, там кочевые племена скотоводчеством занимались. Но чтобы там были населенные пункты, этого не было. Это происходит позже, в конце 16, 17, 18 веках. Значит, дальше. Вот мы сказали про 40-е годы. Состоялась чеченская реконкиста. В 1546 году Ушурма и Янбек, они возвращаются в Аух, они сидят в Ширчурте. Между ними уже в тот момент возникает конфликт. Он заключается в том, что он назревает этот конфликт в том, что Янбек, согласно тем материалам, которые у нас есть, он был мусульманином, а Ушурма был христианином. И вот смотрите, в 1557-58 году, пока чеченцы, вот это, проливая свою кровь, пытаются восстановить свое присутствие здесь, Шамхал и кабардинские предводители отправляются в Москву и борются за то, чтобы Москва стала их патроном, то есть покровительствовала им и помогала друг против друга. В итоге, вы знаете, что выиграло это соревнование Кабарда, потому что Иван Грозный женился на кабардинской княжне, которая впоследствии известна как Мария. И в 1560, 1562, 63 и в 1566 годах состоялось 3 похода. Походы кабардинских князей, которых поддерживали русские войска. Значит, это был Черемисов, это был, значит, это Плещеев и другие. Почему эти вот даты они нам интересны? Потому что вот 1566 год, это по документам нам удалось обнаружить первое упоминание Майда, сына Янбека. И этот Майда, который впоследствии будет участвовать в переговорах с Шамхалом за то, чтобы султан Мут получил определенные участки в наследстве. Об этом мы тоже будем говорить. Вот я не буду акцентировать дальше внимание, это слишком много фактов. Просто все это зачем вам говорится? Сегодня Шихмурза Окотский – это история, которую никто уже с чеченцами не может оспорить. Да, пытались связать Шихмурзу Окотского с кабардинцами, назвать их кабардинцами, но когда мы сказали, послушайте, на территории Верховья Аргуна после кабаков Мялхай и прочих упоминается Шихово племя. Вы когда-нибудь видели на территории Хивсуретии, чтобы проживали кабардинские племена Боос? Это невозможно, это нереально. Кабардинцы не то, что в горах не жили, они даже в башнях кабардинских князей они жили, они презирали. Это в сборнике Аталикова об этом описано. Они презирали вот эти вот горные укрепления. У них другой образ жизни был. Они там на курганы возводили, на курганах вот как укреплялись, пока у них кочевья там находятся, а потом переселялись. Значит, то есть это чеченцы, и эта история никем не оспаривается. Это владение, которое называлось Ахох-Акох. И это преемственность, которую мы наблюдаем с самого начала первого тысячелетия нашей эры до 16-17 века, когда у нас есть документальный материал, который не позволяет никому и никаким образом уже оспаривать эту преемственность на протяжении вот этих 1500 лет. Это вот, скажем, краткий обзор и ответ товарищам, которые заявляют, что чеченцы, дескать, только с 1763 года там обитали. А пришли туда, действительно, миграций было несколько на территории Ауха. Последних миграций имеется, то есть возвращение чеченцев. Вот описанная нами миграция 40-х годов, это первая после восстановления нашего контроля над этими землями, первая миграция, в которой участвовали Ушурма, отец Шихмурзы Окотского, сам Шихмурза, значит, участвовал Янбек, отец Майда и так далее.
Значит, вторая волна, она имеет отношение к более позднему периоду. Вот, допустим, вяппи часто интересуются своей историей. Вяппи жили на территории Мецхальского общества. Вот смотрите, это Голанчожский район. Вот здесь у нас начинается ущелье Гулойхи. Вот видите, вот это вот Гулойхи. И вот это Гулойхи, это общество Цхоры. Здесь у нас идет Галгай-Шахар. И сразу после него следующий, уже упирающийся в Терек, где Дарьяльское ущелье начинается, там начинается Мецхайлу-Шахар. Вот эти Мецхайлу-Шахар – это Вяппи Тайпаннах. И Вяппи свое переселение, это вторая волна, связывают с событиями конца 16-го, начала 17 века. Непосредственно называется имя Шах Аббас. Это 1580-е, 90-е, 1610-е, 20-е годы правления. И при этом Шах Аббазе, когда он с военными походами шел на Северный Кавказ, у него был союз с кабардинцами, вот вследствие этих походов вяппи, которые жили прямо вот у входа в Дарьяльское ущелье, они были вынуждены уйти оттуда в верховье гор. И куда они идут? Они приходят сначала в Тушети. Вот здесь на карте ее не видно. Она прямо самое верховье Аргунского ущелья. По соседству идет Тушети. В Тушети есть село Чонтио. Чонтоя было, Огоймахка. Вот эти вот Чонтои, они принимают вяппи, но через некоторое время часть вяппи уходит в Ауховское Аух, а другая часть вяппи поселяется на территории, значит, Цова Тушети, мясо Цубацуя Бухош. То есть это соседнее с чантийцами общество. Сегодня ДНК-тесты показывают, вот эти вот Чонтуи, они переселились в Аух, они проживали и основали аул Чонтуи-Эйло прямо на берегу Сулака. Значит, вяппи поселились на территории Ширчурта, и ДНК-тесты показали, что вяппи и Чонтуи это одно и то же фактически. Цабухыш. То есть это очень интересные моменты. Это отражает, что вот эти все переселения, это все закономерные процессы, обусловленные какими-то историческими и родственными фактами. Дальше я скажу, что вот про Шейх Мурзу коротко надо сказать. Опять же, вот, чтобы немножко остудить некоторые головы наших соседей. Кто такой Шейх Мурза Окотский? Шейх Мурза Окотский – это человек, который в русских энциклопедических источниках называется первым проводником русского или московского влияния на территории Северо-Восточного Кавказа. Зачем кто-то скажет? Потому что тогда это была безысходная необходимость. Потому что, с одной стороны, на нас наседали Турция и Крым, с другой стороны, на нас наседали шиитский Иран. С этими странами, со всеми у нас только плохие опыты. От того, что они мусульмане, крымчанам и туркам не мешало это нападать на черкесов, мусульман, похищать их детей, девушек, парней и потом продавать их в рабство. То есть здесь религиозный фактор вообще не стоит. Это империи, это государство. И вот выбирая между ними, чеченцы, чеченская элита, она делает ставку на Московское царство и заключает с ними отношения. И в этот момент фактически чеченцы, вот с момента, считайте, с 1571 года, когда кабардинцы участвовали в сожжении Москвы, когда Иван Грозный был вынужден бежать оттуда, вот с этого момента чеченцы полностью перехватывают инициативу в отношениях с Москвой, и чеченцы становятся первыми проводниками влияния Московского царства на Северо-Восточном Кавказе. Это был очень выгодный, взаимовыгодный альянс. Хунзахский Нуцал при посредничестве Шейх Мурзы принял русское подданство. Шамхал при посредничестве Шейх Мурзы принял русское подданство. Гумбетовские, значит, Милордоевские князья при посредничестве Шейх Мурзы приняли русское подданство. Все, везде играл роль именно Шейх Мурза Окотский. В 1571 году, как я вам сказал, когда Москва была вынуждена по условиям, которым им выставили крымчане, уйти с Кавказа, то есть покинуть город Терки, Шейх Мурза остался наедине с вот этой вот машиной, с турками. Потому что турки в 1585-6 годах они оккупировали вот эту вот территорию. Турки захватили, отбили у иранцев Азербайджан, заняли, значит, Дагестан. Они дошли до Эндерея, а в Эндерее, я там был, там на лесополосе до сих пор сохраняются старые турецкое кладбище еще тех времен. То есть, так вот, их наместник на Кавказе, турецкий, его звали Осман Паша. Осман Паша жаловался в Москву. Это же период, когда Москва ушла,
и остался Шейх Мурза Окотский. А Москва, она не промах, она все продумала, она 500 казаков под управлением Шейх Мурзы оставила. А у него еще своих 500 воинов, и еще плюс ополчение, которое появляется по надобности. То есть, ну, условно, можно сказать, там от 2 до 3 тысяч, я думаю, точно у них собиралось. И вот этот Осман-паша, наместник Турецкой империи, которая, значит, разбила персов, захватила Азербайджан, захватила, значит, Дагестан, территорию современного Дагестана, захватила часть, значит, вот этого Терско-Сулакского междуречия, Осман-паша жалуется в Москву, что вот, дескать, ваши казаки, что вот они сопровождали их с боем аж от Дербента до Сунжинской переправы, до Брагунов. Темшбяш. Ну вот они их, дескать, они их разбили, но вот они им не дают покоя, Бог. Почему вы своих казаков не отзовете? А Москва отписывалась. Вот эта вот картина, она показывает еще и не только политически, но и физические влияния чеченцев под предводительством Шейх Мурзы Окотского на территории вот этого междуречия Севера. И как этим людям, не буду называть имена, вы знаете, о ком речь идет, как им не стыдно рассуждать насчет того, что чеченцы тогда там подчинялись таким-то, этим, что чеченцы были подданными каких-то князей. Много вот этих вот рассказов. Чеченцы полностью перехватили инициативу и диктовали политику на Северо-Восточном Кавказе в этот период. До того момента, пока в 1596 приблизительно году, хотя есть предположение, что в 1995 году, Шейх Мурза Окотский не был убит Ахмадханом, братом Султан Мута. Султан Мут – это фигура, которая возникает внезапно. Это один из сыновей Тарковского Шамхала. Его чеченцы приняли, его, значит, взрастили. Как я сказал, Майда, сын Янбека, он участвовал в переговорах с братьями Султан-Мута, чтобы этому бедному изгнаннику, чтобы ему дали какую-то долю от отцовского наследства. Да. И вот эта личность впоследствии, в середине 17 века, когда оформлялась коалиция между чеченцами, кабардинцами, кумыками, значит, в первую очередь с Москвой, против Персии, которая собиралась очередной поход устроить на Чечню, вот этих двух сыновей Султан-Мута, одного звали, значит, вернее, не сыновей, а внуков, одного звали Алхан, если я не ошибаюсь, Алибек, вернее, Алибек. Алибека пригласили в качестве старшины в Аксай. Аксай не тот нынешний Ташкичу, а тот, который, как только вы переходите, проезжаете в сторону Дагестана, мимо Ясел Диямадевлина, там с правой стороны, там Цияб Цулудабос, Сюлишин Юртю, это территория, где прежде находился старый Аксай, огромный Аксай. Как назывался старый Аксай раньше по документам? Он назывался Билит. Билит – это кто? Это Билту, это чеченцы. Это чеченский населенный пункт. Они, да. И там, и даже в Тухчаре сейчас уже живут. Они чуть позже, повыше поселились. И что происходит? Они приглашают к себе Алибека в качестве старшины. Он типичное чеченское поведение. Шейла, так а его брата Чопана приглашают в Эндерей, тоже чеченцы. То, что это так, это письменные факты сегодня есть, потому что даже сам Тимур Айтберов, он перевел договор между князьями Турловыми и, значит, между Гази Алдамовым о том, что Алдамов будет покровительствовать Турловым. Значит, и сразу после этого Чопан, вот, о котором мы сейчас говорим, это внук Султан-Мута, он попросил тоже это покровительство, и ему разрешили поселиться на территории, значит, Эндерея. Эндерей тогда является частью ауховского общества. Зачем я все это рассказываю? Вот я вам сейчас приведу вот такие цитаты. Вы знаете, что сегодня идет лоббистика. Вот эхди Аксай княжество хиллабилик, эхди Эндерей княжество хиллабилик. Үш эли хилла, нохчи цель лейгилла богстанц, а политик юхдаюч. Вот опять же из публикации Баширова Магомеда. Я прочитаю вам сейчас
Это только один документ из огромного количества множества документов. Документ хранится в Центральном государственном архиве Республики Дагестан 1862 года. Вот о том, что султан Мут попросил, чтобы ему разрешили поселиться вот из этого чирюрта, чирюрт вот приблизительно здесь находится, отсюда ему дали разрешение поселиться чуть ниже Эндрея. И, значит, поселиться на Чумлу, Нохчуматла, Асти Ирзи Олцунах, значит, цитата, деревню, которая потом перешла на место ныне занимаемой Андреевской деревней. Это потом состоялось при внуке Султан Мута. В состав владений его, Султан Мута, как объясняют вышесказанные границы, не входило Салатавия, и Аух, и даже Качкалык. Потомки Султан Мута, я тут троеточие делаю, но не озвучиваю это, потому что длинные цитаты, потомки Султан Мута разделили между собой ныне кумыкские земли, то есть Кумыкский округ так называемый, вскоре после прибытия императора Петра Великого. То есть только после того, как Петр Великий появился, они получили эту власть. Генерал Ермолов, занимая Кумыкскую плоскость русскими войсками, называет уже их князьями, поручает им управлять народом. То есть вот это вот то, что в 18 веке, после того, как Петр I пришел на Кавказ, после того, как он в 1723 году наслал на чеченцев несколько десятков тысяч донских казаков и донских казаков и калмыков Аюбхана, после того, как чеченцев изгнали, вытеснили с плоскости в очередной раз, допустим, Чунгрой, которые в Эндерее были, другие тейпы, за Чунгрой я скажу, почему упомянул, значит, они все вытеснены в город, даже в Балансу мечеть стоит, она 1723 годом датируется, когда реконструкцию делали, камень увидели, потому что эта вот толпа людей хлынула в горы опять, они расширяют мечети, Мяздига, Шварда, Дьеза, Ришлши, Еза и так далее. Только после этого, условно говоря, до 1758 года владычество, или иначе владычество царской России на территории Чечни, до восстаний, которые начались в 50-е годы чеченцев. И вот в этот период вот эти вот наследники Султан Мута, они занимаются компиляцией. Вот то, чем сегодня занимаются наши соседи. То есть они ситуацию на сегодняшнего дня они отправляют на 100, 150, 200 лет назад. А им в документах отвечают, что издревле эта территория подчинялась Ауховскому обществу Астраханской губернии. То есть, в принципе, администрация царская знала, что происходит, но из политических соображений способствовало тому, чтобы все вот эти амбиции в этом году действительно, из-за того, что вынуждены они были, Цьечуэ, Мержуэ, это Аштхоевские общества, некоторые другие, они вынужденно переселились на территорию Ауховского общества, нам не надо рассказывать нам про то, что там 10-я или 11-я миграция состоялась во второй половине 18 века. Чеченцы здесь на протяжении тысячелетий проживали, и у нас есть все основания и все доказательства этому. И я думаю, что последние, скажем так, штрих, который нам остался, это просто раскопать кешнашту, просто ДНК тысяча, сущек класс палеоза духны. А от сумана и нахсембу, үш ахшбац, цар сут яшаш бол бяшбаца, цар үш хохштадуохшту и кешнаша, цар хаштацут янахи болбе, он яч хиришна гучлялы и гулх, иншейн цанна агошан хаштуци и болха хаштбуци. Даже если мы не делаем ДНК, а берем черепа погребенных людей, это называется крайнеологические исследования, можно легко обнаружить вот по черепу человека, кто его преемники, кто его наследники. А если говорить, допустим, Хиримох Бичи, монография Язенера, выдающийся исследователь, археологи, современный Хинслер, Хиримах Каха, Хинслер, Хирибуй, у них есть только в могильниках 18 века их предки. Дальше идут совсем другие люди, которые обнаруживают параллели с могильниками уже на территории Северо-Восточного Кавказа. Просто политика, все это пока что так вот стоит. Но мы тоже не торопимся. Главное, мы сейчас уже какую-то работу проводим. Да, вот я думаю, что на этом то, что касается вот исторического обозрения, мы закончим. И сейчас быстренько перейдем в тему
значит, административно-территориального деления. Вот помимо всего этого пытаются утверждать наши соседи, что Аух он возник только в 1943 году как район, и уже в 1944 году он был упразднен. И все, 1 год у вас был, вас больше не было, Богца. Вы тут пришли сюда в 18 веке, что лайхилла, что кюкюгалляхилла, что гуля Богца, что мох бахцар Богца. Харжадек дичтове, вот это все мы оставим, да, и перейдем к вопросу территориально-административного деления. Бирже, 19 века автор, 43 населенных пункта ауховских насчитывает на территории Ауха. Я не буду это огромное количество перечислять. Просто скажу, что вот с 1840 по 1859 год у нас существует юридически оформленное образование. Оно называется наибство Ауха. Вы знаете, что имамат Шамиля был признанным государством. Вот смотрите, эта карта, составленная, если я не ошибаюсь, в 1857 году. Она, она их 1-2 экземпляра, в 1957 году одна из них, по крайней мере, датируется. И вот здесь вот наибство Авух, это русский перевод этой карты. Рядом стоит наибство Салатавия. Между прочим, в наибстве Авух на 1957 год наибом был Хоту Мамаев, шатепан Гендергнохел Луиза, Оцункан Тимиргерихилла. Вот у Тимиргери была супруга, если я не ошибаюсь, ее звали Апи. У Апи было 2 брата. Эти оба брата были салатавскими наибами. Салатаева, вы знаете, это сегодня Казбековский район. Эцаха Дилмяхтер Тушхила, то есть центр Ауха это Ширчурт исторический. Значит, центр Салатави это Дылым. Что интересно, вот этот вот, я сказал, что у наиба Ауха Хоту Мамаева сын Тимиргери, он женат на Апи. Апи имеет 2 братьев, Гибека и Умара. Они оба были салатавскими наибами при Шамиле. Штейпан бил тоебу, царь нохчему отбьющ буэтах. В Салатаве, Догтях Салатави, самое сердце этой территории, Сантаган Сюлемот, Люр Сюлемот бьющий, Бехшнах Бойштаган. Один из представителей этого рода на сегодняшний день, Акрам Бошк Антуиза, он протестировался, ДНК-тест сделал. Что вы думаете? Бил тухалар гучтелла. Да, я берег твил, да, улахат, хажимала, богбу арбастива, инаха, шейхарцонаха, хихумаца хелчи, шейдейшн дюал берег хикрбацаш, хенюхал изавайн гурду. Но это принципиально важно для нас. Важно, как и тот факт, что вот у этих братьев Умар и Гибек. Гибек похоронен в Гендергнах, Нохчичуат Абелан Луиза. Значит, их отец, его звали Хаджибек. Этот Хаджибек тоже был наибом Салатави. И он скончался, если я не ошибаюсь, в 1839 году, да? В 1939 году, по-моему. Нет, погиб в 1945 году, значит, тоже будучи наибом Салатави. А брат этого Хаджибека, его звали Дац, погиб в 1832 году под Гимрами, находясь с первым имамом Дагестана Гази Магомедом. А их брат этого Хаджибека и Даци, его звали Султанбек, погиб в 1839 году в Ахульга, заслонив от залпа имама Шамиля. Вот это вот чеченская династия салатавских правителей. Почему наибов? Почему они такое влияние там имели? Об этом мы тоже сейчас скажем, когда перейдем к этому вопросу. Что для нас важно? Юридически, вот у нас существует наибство ауховское, ауховское наибство, наибство аух. Вот это вот оригинал этой арабоязычной карты. То есть я вам показываю, это юридически существующий район в составе государства имамат Шамиля, который был признан некоторыми государствами. Итак, дальше у нас, после того, как Чечня была присоединена к Российской империи, с 1959 года Аух фигурирует как Ауховский участок Кумыкского округа, административно-территориальной единицы ЮИС. В 1962 году Аух фигурирует как Ауховское наибство. Вот смотрите, наибство Ауховское, административно-территориальной единицы ЮИС. В 1913 году уже фигурирует как Кишень-Ауховский участок Хасавюртовского округа, административно-территориальной единицы ЮИС. Царь Гулюич здесь. В 1921 году, когда начинает формироваться Дагестанская область, несмотря на протесты ауховцев в апреле, они во Владикавказе выразили протест и потребовали, чтобы их присоединили к Горской республике, это бывшая Тельская республика, Ауховская территория, все Тельско-Сулакское междуречье, вот это вот,
оно никогда не состояло в Дагестане до 1921 года. Эта территория была Терской области при царской России, Нохчи Мохкахалбуиз. Это на картах тоже видно. Об этом тоже монография. Теперь смотрите. Присоединили все Терское-Сулакское междуречье вместе с ауховцами к Хасавюртовскому округу. По переписи 1926 года, это в ДССР, Дагестанская ССР, указано 83 населенных пункта ауховцев на территории Дагестана. 83 населенных пункта в 1926 году. Это они начинают фактически теснить, вытеснять, выдавливать это население, создавать, уже планируют создавать то, что называется резервации. Вот индейцев поселяли на определенные маленькие участки, чтобы они оттуда не вылезали. Вот так они уже планируют, создают резервации. Как это происходит? В архивах 27-28 годов что мы наблюдаем? Вот пишут уже 83 населенных пунктов в 27-28 году ДССР отчитывается о том, что 6 сел и 14 хуторов у ауховцев. Подготовка к созданию резервации, как я сказал. В отчетах по данным 29 года, там нет, центральный аппарат тоже работал, цитату вот я прочитаю. Чеченцы живут в 20 поселениях Бабаюртовского, это 19,5% населения. В 57 аулах Хасавюртовского, это 48,1% населения. Вы сопоставляете сегодняшние картины, это 20-е годы. И в 4 аулах Шелковского района, 2% района. Хасавюртовский район, национальный состав населения довольно пестрый, это я цитату читаю. Преобладающими народностями являются чеченцы, 48,2%. И кумыки, пекар, гомки, 45,3%. Далее идут уже аварцы, 2,1%. И то это 2,1%, это последствия политики, которая начинается с центральным аппаратом, они начинают с заселения этой области, чтобы создавать противовес. Вот дальше пойдем. Это источник издания орготдела ЦИК ДССР от 1930 года. То, что я сейчас зачитал, вот эти вот демографические, то есть численность чеченцев на территории этих районов. К 1942 году в ДССР уже имеется 52 чеченских аула. Вот 83 было, стало 52 к 1942 году. На 1939 год, когда перепись была, их насчитывалось 23 тысячи человек. Кумыков в Хасавюртовском районе было 19 тысяч. 23 тысячи нохчи, 19 тысяч гомки, 15,5 тысяч раски, 9800 значит, остальные, включая там Сюли, Цадахрой там, и прочее, да. И вот у нас получается, что к лету 1942 года выходит постановление, проект постановления о выделении Ауховской резервации, 15 сел и 6 хуторов. В 1943 году эта резервация состоялась как Ауховский район в составе ДССР. И уже в 1944 году, вы знаете, 31 января вышел указ, и дальше уже состоялась депортация и упразднение этого района. И нам, нам сегодня говорят, только в 1943 году у вас был район. Что вы хотите? Вы даже почти не существовали на наших землях. Только часть этих населенных пунктов, рядом с Индари, Элбир аул, Бурсуна, Парчкошка, Акташ аух, Сайла юрт, тоже входила территория Сайла юрта, входила в Ауховский район, юрт аух, Албури, Отари, Элибавинчи, Гачалки, Занг Отар, Барчко Отар, Зори Отар, Мини Атар, Элкбизюрт. Все это вот населенные пункты. Так, мы переходим теперь. Это проекты, когда проектировали Ауховский район, вот такие вот зарисовки у нас есть. Да. Здесь вот уже Ауховский район на фоне Хасавюртовского округа 1934 года. Вот наша картина. Мы переходим плавно к Салатавии. Об этом уже вот было выступление на YouTube Терско-Сулакское междуречье Элла. Я думаю, сейчас коротко мы о ней скажем. Дилым. Изначальное название Дайлам. Основатели Белит Тайпа, сами, значит, исследователи, местные исследователи и кумыкские исследователи об этом сами пишут. Событие это 1360 года, когда чеченцы изгнали оттуда нагайцев. Они оттуда их изгнали, основали здесь населенный пункт, значит, и назвали его под Гибек-Кала, раньше имело название Дайлам. А Гибек, который фигурирует, имя которого фигурирует сегодня в названии горы, это 4-й предок чеченских, значит, узденей Эльжуркаевых, если я не ошибаюсь.
Мамад Арвиадович, не спояс, мама. Четвертый предок Ирджукаевых. Это предок фамилии, которая фигурирует в 19 веке, то есть приблизительно 18 века человек это, Гебек этот. Да, Гебек. Значит, а до того эта гора называется Дайлам. И населенный пункт. Сегодня там живут вот эти вот представители и билты, которые я сказал, которые протестировались. И все это вот абсолютно даже на генетическом уровне доказуемо. Причем сейчас мы еще чуть позже вам покажем. Вот здесь вот есть широкая чеченская микротопонимия, там Меттегин, Царышнохчи, Матлаю. Вот эта вот вся область, Шовднашел, Меткюс, Шовдан, Аязаню карточку, Шовдбо, Нохчи, Матладу. Шовдбо, Нохчи, Матладу. Этих примеров их очень много. Вот, пожалуйста, билтинцы. Вот посмотрим Сала-Юрт. Кто тоже считается, собственно, Салатавия получила название по вот этому населенному пункту Сала-Юрт. Кто считается основателем Сала-Юрта? Сала-Юрт — это выходцы с территории села на территории андийского общества Риквани. Риган Олцуа Нохч. А Риквани Мюшпо основатель. У Агларова, это известный выдающийся андийский исследователь, он пишет, что основателями Риквани являются Салалал, то есть те же самые Салы. Салы ДНК-тесты сдают иш Нохчибу. А Мишер Бяхкан, Риган пришли в Салатавию, до Салатавии пришли из Андии. А в Андии откуда они пришли? Они пришли туда в 16 веке из Аргонского ущелья, из Вашиндароя. И Шихалиев, о котором я вам сказал, который сам является выходцем из этого сословия, пишет о том, что Сала являются выходцами из Вашиндароевского общества, состоящего в родстве с ауховцами. Второй населенный пункт. Третий. Гуни. Гуни тоже населенный пункт на территории Салатавии. Если я не ошибаюсь, Бердиханов, что ли, исследователь дагестанский, прямо говорит о том, что Беркиханов, Меджид Беркиханов, тоже прямо увязывает и указывает на то, что Гуни связано с теми самыми гуэнами, о которых было сказано, что они родственные гунойцам, по крайней мере, по источникам 19 века, люди и выходцы. У них же здесь, вот я гуэны написал, это миатлы. На миатлах, на скале, было свое собственное поселение. И, между прочим, они сыграли одну из первых ролей. Вот Чирюрт, видите, это выход из Салатавии на плоскость. Там, когда Султан Мут в конце 16 века пришел к чеченцам, там жили чеченцы, и эти гуэны, включая других, приняли его, и фактически они его подняли. Да. И Асма-Аллара, вот все вот эти населенные пункты, чеченское население там. Вот Черту, рядом с Алмаком. Мюшпу Черту. Черту я бог. Там же находятся населенные, мы не смогли определить на карте, Ялхой Сиген, Ялхой Тайпту, Ялхой Черту, Ишбериш Герганах. Вот смотрите, Гертма. Да? Гертмели на картах, он некоторых более раннее название. Вроде бы название тюркское, но мы знаем, что у нас тюркский был тогда международным. Такой же Гертма, вот эти люди, которые отсюда выселились, если вы посмотрите на карты Гудермеса в 19 веке, что там происходило. Цыгаха чертой кишварт тайпан отршхалла, цейрах ца Гертмахалла. Хока чертою, хока Гертмаю. Поэтому они сегодня в числе двух претендуют на основание Гудермеса. Значит, дальше Алмак. Его основание приписывается в первую очередь харачойцам, значит, чунгароицам и курчелойцам. Курчелойцев даже есть отдельное предание, как они после того, как этот город осадили, были вынуждены оттуда. Это длинная история, я не буду на этом акцентировать внимание. Но факт в том, что опять же, чеченское происхождение. Алмак часто в документах 19 века фигурирует как Ауховское село. В 1812 году, если я не ошибаюсь, некоторые там еще чеченоязычные, еще тогда, это не значит, что и после этого не были они. Топонимия вся чеченская, значит, ну и так далее и тому подобное. То есть Нохчи, вся эта Салатавия. Чиркей. Чункурлал, Харчилал Бош. Они наш. Да, они до сих пор. Да. И Чиркей, вот посмотрите, на прошлой лекции я говорил, не все, конечно, здесь есть одно из рукописей, мы ее еще не опубликовали, говорится, что Сесну и Тейп, Сесну считаются братьями Ишхой, ДНК-тесты это подтвердили. Сесну и Тейп проживает на территории Чиркея на момент, когда Таймас-хан приходит и оккупирует чеченскую равнину, иранский шах. Вот смотрите,
Что такое Черкей? Черкей – это люди, которые переселились сюда с равнины. Как они на равнине оказались? Вот этот вот город, этот Алмак, по письменным источникам, здесь при Тимуре было 7000 дворов. Тимур его и соседние хутора разгромил, разграбил, и население переселил на плоскость. А эти уже потом с плоскости переселились в Черкей. Нохчебуйте, Черкей оберч. Алмак, у Аль-Кадари, у Бакиханова, это еще дореволюционные авторы, чеченский город Алмак. Так, из Салатавиевы. Когда йол утр шайрш, царшаш абоштуш, в 18 веке только, особенно после того, как шейх Мансур начал свою проповедническую деятельность, стали переселяться, потом там стали родниться, ну и, соответственно, начали аваризироваться многие. Хотя, вот, допустим, тогда он журналистом был, по-моему, если я не ошибаюсь, Руслан Кураев, он посещал Дылым, значит, там еще после депортации были еще старики, которые говорили на ауховском диалекте чеченского языка. То есть сейчас будет ауш. Я вам сказал, Шаудан, да, урочище Шаудан, рядом с Дылымом, Дылым Окаю. Значит, юрт аух Догаю, на картах 19 века. Вот еще одна карта, пожалуйста. Значит, Шаудан, урочище Шаудан Алиюха, Хока, Дылым, и засут Айолщу. Значит, Хокляха, Дылым, это Айо Шауданю, Ачису, Цигар Бухарч, Талам Хоша, Шашкучту, Ахстузига, Шорт, Чурьяжа, Нохчи Топонимею, это. Еще одна карта, ну, для тех, кого это мало убеждает, опять же, тот же самый Шайвдон, ну и так далее, Гуни. И мы уже приходим, вот, вторая оперативная карта. Анди Мохкву. Анди Мохк, это вот по статье Баширова, Хасмагомадова, шикарную, замечательную работу они провели. И мы сейчас вот кратко скажем об этом. Мы сегодня андийцев называем Анди. Вот андийцы очень не любят, когда их называют аварцами. И это справедливо, потому что они аварцами не являются. Значит, вот это вот андийское общество, мы знаем его как этнос, да, как народность, по названию населенного пункта Анди. Но сами андийцы называют себя Гоннал. По названию, Гон там корень идет, по названию населенного пункта Гонха, Хайбаха, Басаха, Истарха, Гунха, это чеченский топоформант, там идет корень Гон. Гон или Гон, опять же, те же самые Гунны, Гунны и так далее. Гунбет, который вот рядом находится, тот же самый корень. Они себя называют Гоннал, то есть их самое древнее поселение, об этом писал и Шиллинг, это признавал и Агларов, это Гунха. Почему для нас это важно? Вот смотрите, про село Риквани я вам сказал, да? Салала основатели, выходцы из Вашандеройского чеченского общества. Значит, пошли дальше. Сам населенный пункт Анди. Значит, Анди считается, что его не основали, а жили на этом месте два человека. Ануш и Харчи. Значит, они считаются как бы Харчилал Бог. Харчи болчих традухуш. Надо ДНК-тест сделать, но по всей видимости к этому это все идет. Значит, сказано следующее, что туда, здесь у них хроника, Тарих Анди называется, и там сказано, что из селения Шубут, то есть из Аргунского ущелья, туда к ним пришли люди дома Унсура. И мы, в принципе, это знаем, и Баширов и Хасмагомадов прямо об этом пишут, что люди дома Унсура – это, значит, дышнинского тейпа люди, выходцы. И здесь даже параллель, что дышни приходят харчу, потому что харчу считаются выходцами из дышнинского общества. И вот буха, ануш, харчи бошу, ши олуша, дак анта. К ним приходят люди из дома Унсура. Среди них 3 человека, исключая всех остальных, самых главных 3 человека. Это, собственно, Унсур, это Араш и Баши, это 3 брата. До сих пор потомки этого Унсура. Дышни тейпту, куайдышты. Унсурилал тейпту. Баши тохом дуцер, Араш тохом дуцер. То есть люди, которые стояли у основания андийского населенного пункта. А это событие начало 1-й трети 16 века. Дышни тейпту ишон суёка. Дальше пошли. Позже к ним, вот к этим андийским, пришли тохумы, тохум бог, тейп бог, санду, Дадиль из Зумсоя, Шамхалилал из Беноя, Харчилал и Абичол из Нашхоя.
Перечить ногче будешь? Весь этногенез, весь так называемый субстрат, это ногче тейп наш. А дальше уже просто ашали, ачалюевы, риквани, ригахюевы, в Чеберлое, прям по соседству. Кижани, кейшанюевы, зила. Мы на прошлой лекции зачитывали вам рукопись. По крайней мере, часть. Да, цути хочердуй. Вот зилаха, цигара, елхит точ, байшараха, шону цада, по крайней мере, цада адиан элладючто. Шону тейп ногче буй, цадырш. Беннал юрт. Ал тер окончание бен бога. Беной будешь, отсюханешь. Ах, хохолцуна. Мог милшкула отцабяхашна. Кто там проживал тогда? До того, как в 16 веке, как пишут сами дагестанские исследователи, из Хунзахского плато в купе с деятельностью хунзахских нуцалов, завоевательной деятельностью, авароязычные вот эти хунзахцы, жаи, которых мы называем, они начинают переселяться на север, их миграция начинается, и постепенно аварский язык становится международным языком на территории этого владения. А то, что начинает становиться международным, впоследствии часто становится единственным языком. Но хотя бы вот эта полоса, мы сейчас о них тоже скажем, эта полоса, она нейтральная. И нейса дохун дяш асмаана тага нохчи шуаху тайпан анди нах шортбу цар зилой оло цар гунхой ол анди оло гагатлой оло юха гагатли юртю денка тест якна йошсан сүле алар издалгарга жепол долшумду цан юка хаденка тест дадуш нохчи бух больш гучбиуш нахбу хунда, потому что мы сегодня имеем документальные источники тому, что это вот такая картина. И еще я вам говорил, что там били вот гунга. Значит, Гунха, само населенный пункт сам называется, у них называется Гундал. Гундал. Дело в том, что Гундал или Гундал – это предок гунойцев. В XIV веке он вышел из Нашхоя и основал населенный пункт Гуни. Вот мы к нашему Гумбету приходим. Гумбет считается, сам Шиллинг об этом пишет, Аглара пишет, что субстратом для этого населения являются кто? Андийцы. А андийцы это кто? Мы уже сказали. Значит, изначальные, по крайней мере. Значит, что мы знаем об этих населенных пунктах? Вот смотрим, мы на прошлом выступлении про Аргвани говорили. Кто основал Аргвани? Чеченцы. Эргной тейп. ДНК-тесты провели, тоже все это видно. Будешь жидва хандаросова вайсупладюсера. И, значит, наш хархабях, юрта, вот эта история XIV века. Почему нам интересен Аргвани? Рядом с ним упоминается еще населенный пункт Белит. Мы его на карте не смогли найти. Но что такое Белит, мы знаем с вами. Значит, следующий населенный пункт Ингиш. Вот Ингиши. 1929 года Ингиш фигурирует как цитата одна из чеченских деревень. Значит, дальше. Предание. Даже сейчас есть газета «Гумбет», вот 21 век, вот буквально недавнее издание, газета «Гумбет», которая передает следующее предание. Было 3 брата-акробата, чеченцы. Их звали, звали их Ичи, Кела и Мела. Мехельтах. Мой ног шел, Мелард оливается. Мелард хогон. Ичи основал Ичи Чалей. Кила основал Килятли, Мила основал Михельта. Михельта – это административный центр Гумбетовского района. Нохчу ярчу. Саду Майдан Бог, новые Аргвани там построили. Саду Майд Бог, дуис. Эргнош нюха билт юртюбой. Билт той саду ДНК тесты юха дагойчпуй. Ара, цердит сума мадасвек. Таран таламан бо бешбу. Тагана дел ахитам шортуман икина сурт иштук ансалта нохчилан юртю. Это вот тут населенный пункт находится. Значит, цечой цхадагадуцу юкаха, они сегодня находятся на территории Арштинского общества, относятся. Ну и так далее. И вот завершая, я скажу, что изначально в 1859 году вот эта вот полоса, Гумбет, значит, Анди, дидойские общества, в котором там Тухум, там Хачар там и прочее, Хачарой и показывает ДНК-тесты Нохчихела. То есть это все левобережье Андийского Койсу. Они были включены в состав Ичкеринского округа Терской области.
И только потом были в состав Дагестанской области переданы в качестве Андийского округа. Но даже в 1895 году, не говоря про, собственно, вот местное население, гумбетовцы, андийцы, там, дедойцы, там насчитывалось по переписи до 1000 душ чеченцев. И про Шоны можно сказать, что, дополняя, вот, поскольку у них есть разные версии, вот Султан Мутвы и Султан Мутилоч. Султан Мутивали Алга, Гажерой почти юг метик шилуш бючпу и шел. То есть у них были даже документы, у них были при царской России, но потом они были утрачены, что с персидским шахом, с персидским двором контакты были. Потом султан Мута они приняли, его тоже вот в числе вот этих вот гоенов, салатавцев. Некоторые материалы говорят об этом, что они тоже в передовых рядах были, кто поддержал его. Потом переселились из Эндерея в Аксай, из Аксая переселились в район, значит, Азамат-Юрта на Терек и так далее. И Шунаш, и Цадакби, до Шхилер, Белгалдах, Карабош, Элдовун, Дючтуас, и Рдадиазоша, Шунгушту Харсурт. Это дот шурт, ойден, отун моттуй, тагана, шун хагойто иза, а на самом деле это огромное количество материала. Это документы, это ДНК-исследования, это археология и многое другое. Вот та реальная объективная картина, о которой сегодня можно говорить, рассуждая о том, когда чеченцы были в Аухе, когда чеченцы были в Андии, в Гумбете, и вот когда другие народности там появились, и как мы пришли к сегодняшней этнографической картине на этой территории. На этом мы сегодняшнее наше выступление завершаем. Мы планируем еще в дальнейшем, насколько это будет возможно, продолжить цикл наших лекций. И по затронутой сегодняшней тематике, даже вот тема Султан Мута касающаяся, она такая обширная, ее можно подробно раскрывать, она уже изучена, исследована. И поэтому надеюсь, что нам удастся и в дальнейшем все эти наши новые изыскания доносить до вас.